Все, ребятки, ходите сюда поближе. Все, кто есть, ходите сюда поближе, вместе помолимся. Давайте встанем на коленки. Спасибо. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Вочы мае заўсёды скіраваныя на Пана, бо Ён сеці вызваляе ногі мае. Глянь на мяне і змілуйся надо мною, бо я самотны і нешчаслівы. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем наш удзел у гэтай святой Эўхарыстыі. Сёння перажываем ужо трэцюю нядзелю Вялікага посту. Таксама перажываем нядзелю Карытас. Сёння да нас дыяцэзіяльны Карытас кіруе свой ліст, дзе прыпамінае аб важнасці удзелу у розных дабрачынных акцыях міласэрнасці, што кожны з нас павінен быць здольным стаць бліжнім для патрабуючых. Таму вось мы павінны вучыцца дапамагаць людзям, якія патрабуюць нашай дапамогі. Таксама найважнейшая справа, нават большая, чым некая фізычная дапамога, гэта патрэба малітвы. Карытас таксама запрашаў першую чаргу нас маліцца, каб усе гэтыя ініцыятывы добраахвотна маглі рэалізавацца. Таму сёння молімся за ўсіх валанцёраў, за дырэктара Карытас нашай гродзенскай дыяцэзіі, каб як мага большая лічба патрабуючых людзей маглі спазнаць Божую любоў. Таксама сёння нельга мінуць гэта свята, міжнародны дзень жанчын, таму асабліва молімся за нашых шаноўных жанчын, якія робяць, як ведаем, гэты свет прыгажэйшым, і будзем маліцца, каб рабілі гэты свет прыгажэйшым не толькі праз сваю прыгажосць, але праз сваю веру. Каб неслі нешта добра ў гэты свет, а перадусім неслі Хрыста іншым людзям, у свае сем'і, сваім дзецям і сваім бліжнім. Падчас гэтай святой імшы буду маліцца за Жукоўскую Валентину, якую ўспамінаем у першую гадавіну пасля смерці, Франца, якога ўспамінаем у 41-ю гадавіну пасля смерці, і Меланію, якую ўспамінаем у 21-ю гадавіну пасля смерці. Буду прасіць аб дары неба для іх. І цяпер на пачатку святой імшы перапросім Пана Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному, што зграшылі мученикам і занядбалі. Моя вялікая віна, таму прашу найсвяцейшы заўсёды Пану Марыю, усіх святых, няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
милосердности и добрыни Ты нам дал, як леки от греху, пост, молитву и добрые учинки. Спогадно прими признание у нашей слабости, а коли мы падаем под тяжаром нечистого сумления, нехай завсёды подымая нас Твоя милосердность. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живей володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Зиходу. У тыя дні народ прагнув води і наракав на Майсея, кажучи: «Навошта ти гэта вывеў нас з Египта, каб замучыць магою нас і дзяцей наших, і статкі нашыя?» І ўсклікнуў Майсей да Пана, кажучи: «Што зраблю я народу гэтаму? Яшчэ крыху, і ўкамянуюць мяне». І сказаў Пан Майсею: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых со старейшин Израиля, и кий твой, яким ударил ты Нил. Возьми в руку твою и иди. Вось я стану перед тобою на скале у Горебе, и ты ударишь в скалу, и выйдет з яе вода, и народ буде пить». И зрабіў так Моисей на вачах старейшин Израиля. И назвал тое место Маса имя рыба с причины сварки сынов Израиля и выпробования ими Пана, коли казали: «Ці ёсць Пан сярод нас, ці няма». Гэта Слово Божие. Станем с подякою перед обличчям Ягоным, у песнях ускликнем Ему. Не робите жорсткими сердце вашее, придите, поклонимся и упадем, уклінчим перед Паном, який нас створив. Бо Ён наш Бог, а ми народ Ягоної паши, і овечки Ягоної руки. Не робите жорсткими сердце вашее. О, как вы послухали сёння Ягоний голос, не робите жорсткими сердце ваше, як у Мерибе, як на пустыне у день Масы, где мяне спокушали гайцы вашыя. Вы пробовали мяне, хоть и бачили справы моей. Не робите жорсткими сердце вашее. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, оправданные погодле веры, мы маем мир с Богом праз Пана нашего Иисуса Христа, праз якого, дякуючи веры, мы атрымалі доступ до той ласки, у якой трываем. И мы ганаримся надеей на славу Божию. А надея не соромить, потому что любовь Божия вылилась у сердце наше праз Духа Святого,
які дадзены нам. Калі мы былі яшчэ слабымі, Христус у вызначаны час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за праведніка, можа за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Гэта Слова Божае. Хвала Табе, Слово Божие. Хвала Табе, Слово Божие. Пане, Ты сапраўдны збаўца свету, дай мне живой воды, каб на мне прагнуць. Хвала Табе, Слово Божие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час прийшов Єсус у самарийський город, званий Сіхар, близько до наділу землі, який дав Якуб сину своєму Юзафу. Була там студня Якуба. Єсус же, стомлений дорогою, сів при студні. Було каля 6 години. Вось приходить жанчина з Самарії зачерпнуть води. Єсус каже їй: «Дай мені піть». Вучні ж ягони одійшли в город купити їжі. Жанчина Самаранка каже йому: «Як ти, юдей, просиш піть у мене Самаранки, бо юдеї не мають зносин з самаранами». Єсус сказав їй у отказ: «Коли б ти ведала дар Божий, хто каже тобі дай мені піть, то сама просила б у його, і он би дав тобі живої води». Жанчина каже йому: «Пане, у тебе й зачерпнуть нема чим, а студня глибокая. Откуль же у тебе вода живая? Няўжо ты больше ад айца вашага Якуба, які даў нам гэтую студню, і сам з яе піў, і дзеці яго, і статкі яго?» Єсус сказаў ёй у адказ: «Кожны, хто п'е гэтую ваду, зноў запрагне, а хто будзе піць ваду, якую я дам яму, не запрагне навекі. Але вада, якую дам яму, стане ў ім крыніцай вады, якая цячэ ў жыццё вечнае». Жанчына кажа яму: «Дай мне гэтай вады, каб я не мела больш прагі і не прыходзіла сюды чэрпаць. Пане, я бачу, што ты прарок. Бацькі нашыя пакланяліся на гэтай гары, а вы кажаце, што месца, дзе трэба пакланяцца, у Єрусаліме». Єсус кажа ёй: «Павер мне, жанчына, што надыходзіць час, калі ні на гэтай гары, ні ў Єрусаліме будзеце пакланяцца Айцу. Вы пакланяецеся таму, чаго не ведаеце. Мы пакланяемся таму, што ведаем, бо збаўленне ад юдэяў. Але надыходзіць час, і цяпер ужо ёсць, калі і праўдзівыя вызнаўцы будуць пакланяцца Айцу ў духу і праўдзе. І такіх вызнаўцаў шукае сабе Айцец. Бог ёсць духам, і тыя, хто пакланяецца Яму, павінны пакланяцца ў духу і праўдзе». Жанчына кажа яму: «Я ведаю, што прыйдзе Месія, які завецца Христом, калі ён прыйдзе, абвесціць нам усё». Єсус кажа ёй: «Гэта я, які гавару з табою». Шмат самаранаў з горада гэтага паверыла ў яго, дзякуючы слову жанчыны, якая сведчыла, кажучы: «Расказаў мне ўсё, што я рабіла». Таму, калі прыйшлі да яго самаране, прасілі яго застацца з імі, і ён заставаўся там 2 дні. І яшчэ больш людзей паверыла, дзякуючы слову ягонаму, а жанчыне казалі: «Мы верым ужо не дзеля твайго апавядання, бо мы самі пачулі і ведаем, што ён сапраўды збаўца свету». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Похваленный Иисус Христос. Мало вас? Нет? Намек поняли мой? Нет, про рюкзак мы пока молчим. Подождите, давайте с домашним заданием разбираться. Там, кстати, ладно, там тоже про рюкзак. Что, притянули друзей? Хоть кто-нибудь, хоть один. Поднимите руку, кто притянул. О, есть, один есть, молодцы. 3, 4, 5, 6. Отлично, молодцы, уже хорошо. Домашнее задание продолжается дальше. Наш Великий пост, надо же
что-то делать, да? Хорошо. По поводу рюкзака. Это не намек, что завтра в школу. Вы и так это знаете, что завтра идете в школу, да? Хорошо. Давайте вспоминать. Что сегодня было в Евангелии? Правая сторона, одна из мальчиков только. Помните, что сегодня было в Евангелии? Долго было, да? Вы же скажите, на 5 слове мы отключились, да? Уже не слушали. Что? Иисус попросил женщину воду. Отлично. Иисус попросил воды у женщины. А кем была эта женщина? Помните, какого народа? Не Марией. Самарянка. Самаританка. Да, все правильно. Смотрите. Самаритане вот эти, это был народ, да, который жил там где-то около израильского народа, да, вот этого. Но они что делали между собой? Воевали. Враждовали. Не воевали, но враждовали. То есть, представьте себе, вы с кем-то не дружите, и вы вообще с ним не хотите пересекаться и разговаривать. Вот что-то подобное было у этих людей, да? Они вообще боялись пересекаться, боялись разговаривать. А что у них произошло между Иисусом Христом и вот этой самаританкой, женщиной? Они начали говорить, да? Что было немыслимо. Смотрите, для чего, я думаю, ты принес сегодня рюкзак этот? Не чтобы в школу идти. Потому что мы где? Пустыня. Мы в пустыне. Совершенно верно. Все, идем, идем. Кстати, сколько прошло недель уже, как мы в пустыне лазим? Какая? 3. 3, совершенно верно. Практически половина. Или нет, половина уже. Слушайте, мы долго. И что, вы пить захотели в пустыне? Да, захотели. Же быстрее бы Пасха, да? Быстрее бы подарки. Конечно, конечно, все любят подарки. Хорошо, давайте разбираться с этим рюкзаком. Тут может быть кое-что интересное, но оно связано с сегодняшним днем. Как думаете, что там может лежать? Вода. Вода. Ну, она есть там. Что еще может быть? Точки. Цветочки, возможно, но нет. Я понял, к чему намек. 8 марта. Да. Что еще может быть? Кувшин. Кувшин. Там есть он. Ну и, в принципе... Песок. Нет, песка там нет. Там есть кувшин. Смотрите, мне нужен помощник. Давайте, знаете... Вот, давайте возьмем помощников здесь. Пошли. Выходи на середину, будешь мне помогать, держи. Будешь держать. Так, надо достать нам, знаешь что? Нам надо достать вот этот кувшин. Только вот это тоже подоставать нужно. Очень много воды сегодня будет. Мы напьемся все вместе. Доставай кувшин. Смотрите, у нас есть кувшин. Да? Как думаете, похож кувшин на тот, который был у вот этой женщины? Скажи, подними выше. Точно такой же. Ідентичний, наверное, нет? Ну, взагалі, як мінімум, йом з пластика, якого тоді не було. О, це правильний відказ. Тому що у ті часи не було пластика. Увогуле, у ті часи, як думаєте, з якого матеріалу робили кувшини? З глини. З глини, вірно. Добре, глядите, этот кувшин з'являється для нас прикладом, знаете кого? Кожного из нас. Да? Каждого из нас. Смотрите, мы являемся такими кувшинчиками, да? Мы любим общаться с людьми, да? С друзьями и не друзьями. И мы любим наполнять себя кое-чем. Водичкой наполнять. Давайте, вытяни одну. Что у нас тут есть? Грусть. Смотрите, в нашей жизни бывают разные моменты. Бывают моменты грустные, да? И мы можем наполняться этими моментами и жить этими моментами. Наливай сюда. Только немного, потому что потом пить будем. Хватит. Налили мы грусти. Мы уже наполнены чуть-чуть грустью. Проблема, да? Нужно как-то эту грусть убирать. Хорошо, едем дальше. Жизнь идет жизнь, бери. Угу. Что у нас тут? Обида. Обиды. Тоже не очень хорошая вещь, да? На, наливай. Аккуратно наливайте. Все, может, хватит. Налили. Обиды тоже. Допустим, какая может быть ситуация связана с обидой?
Уже меньше рук стало сразу. Например, нас обзывали. Да, кто-то нас обзывал, и нам обидно. Что еще? Кто-то нас обидел. Ну, можем так сказать. Хорошо, да. Смотрите, еще. Едем дальше. Я пойду на ту сторону схожу сейчас. Нужно вытянуть, нужно вытянуть. Вытягивай одну. Одиночество. Одиночество. Тоже такое чувство в нашей жизни присутствует, да? Подождите, стоп, стоп, стоп. А одиночество из-за чего может возникнуть у нас? Потому что друзей нет. Друзей нету. Нет. Да, отлично. Друзей нету. Чего еще? Почему может быть возникнуть одиночество? Кто-то что? Кто предал? Кто-то предал, например, да? Сделал пакость какую-то. Хорошо, что еще? Все понятно. Смотрите, вы хотите наливать, вы тянете все руки. Я думаю, что вы тянете все руки таких. Так, давайте с той стороны пошли туда. Бери, наливай. Одиночество тоже не очень хорошая вещь, да, потому что нам грустно из-за этого. Хорошо, хватит. Идем дальше, идем на середину. Одиночество тоже бывает. У нас еще кое-что есть. Не совсем так. Где мы возьмем? Ну давайте, вытягивайте. Угу. Что у нас там? Плохие поступки. Видите, есть также не только то, что нам делают, а то, что и мы делаем, да, то есть плохие поступки другим людям. Хорошо, плохие поступки, примеры. Что может быть? Ты кого-то обижаешь, либо обзываешь. Хорошо, обзываем. А что вы еще делаете такое? Мне же интересно. Какие вы плохие поступки умеете делать? Украли какую-нибудь ручку маме. Ничего себе, ручку маленькую. Вот это, конечно, хорошее криминальное начало. Не слушаю маму. Родителей не слушайте. И маму не слушаешь. 8 марта нужно слушать маму, наверное, да? Один единственный день в году, который можно не слушать, нужно слушать маму. Так, кто нальет? Давайте. Наливай. Ну да, хватит. Все выльешь сейчас. Так, хорошо. Становись в центр. У нас есть вот это все, да? Есть обиды, есть плохие поступки, есть предательство. Ну, смотрите, как бы вода чистая, да? Но это как мы наполняемся потихоньку. А представьте, если всю жизнь вот так ходить, она наполняется, потом что будет? Выльется, да? То есть мы выгорим, нам будет очень плохо. Будет депрессия какая-нибудь или что-нибудь такое, да? Будет очень плохо. Но что нам нужно сделать, чтобы вот этого не произошло, чтобы эту воду, скажем так, убрать? Вот эти все плохие вещи, которые мы сделали и наполнили, что с ними нужно сделать? Нужно делать хорошие поступки, чтобы это убрать. Хорошо, что еще? Простить тех, кто вас обидел. Ага, что еще? Попросить прощения у Бога. Отлично. Быть в позитивном настроении. Тоже хорошо. Молиться за тех, кто вас обидел. Исповедоваться. Правильно. Ну, давайте еще пару. Со всеми дружить и никого не обзывать. Возможно, чисто в теории сбалансировать радость. Хорошо, очень хороший ответ. Друг другу помогать. Отлично. Вы все правильно отвечаете, да? Но все это знаете, откуда исходит? Как думаете? У меня есть одна вот такая бутылка. Что написано? Любовь Иисуса, да? Она не черная, она бутылка черная, вы сейчас увидите. Смотрите, но все это исходит от любви Иисуса, да? Потому что мы строим наши все отношения на любви Иисуса. То есть мы относимся к ближнему своему как? Как к кому? Как к самому себе. Да, все правильно. А мы любим самих себя или нет? Или нет? Да? Это то есть, получается, вы сможете сейчас пойти, купить чипсы и кому-то отдать безвозмездно, вот так просто вот. Да? Вы можете сходить мне купить? Хорошо. Смотрите, если не вдаваясь в шутки, да? Смотрите, это любовь Иисуса. Понятное дело, что нам нужно ее туда налить, да? Ну давайте, кто у нас? Давайте, знаете, где возьмем? Ну давайте, подходи сюда. Смотрите, у нас есть любовь Иисуса. И когда мы наливаем... Не, любовь всю не надо выливать, все, хватит. Смотрите, мы любовь Иисуса, когда добавляем, вода окрашивается.
пошли на середину, выходи и показывай. Вода окрашивается, она становится беленькой, да? И вот эта вода белая, скажем так, она становится, то, что все у нас накопилось, оно становится добрым. Оно не исчезает, потому что в нашей жизни тоже вот эти обиды, которые у нас есть, да, и то, что мы плохое делаем, оно всегда остается в нас. Но когда мы их перекрываем вот этой любовью Иисуса Христа, да, то мы становимся тогда добрее. Мы не замечаем этого, и на нас это не действует, да. И вот то же самое в сегодняшнем Евангелии. Смотрите, можешь перепустить чуть-чуть, вот ты устанешь. Смотрите, в сегодняшнем Евангелии тоже подобное было, что Иисус приходит к колодцу, очень глубокому, хочет пить. Приходит вот эта женщина, с которой вообще он не должен разговаривать в теории, но и они начинают разговаривать. Диалог их заходит в такое русло, что женщина говорит про воду обычную, а Иисус говорит про воду какую-то необычную. Что там за вода? Святая или живая? Святая либо живая? Про живую воду. Про живую воду. Живой водой Иисус Христос называет вот эту любовь свою. Да? И он, смотрите, из-за того, что они не могли вообще разговаривать, он не послушался вот этого правила и, скажем так, все равно с ней разговаривать начал. Для чего он начал разговаривать с этой женщиной, которая вообще не знала, кто такой Иисус Христос? Чтобы он дал ей попить. Да, вот этой живой воды. Но эта живая вода – это спасение, да, то есть либо своя любовь. И вот он, получается, дает вот эту живую воду ей, и она понимает, у нее открываются глаза. Помните очки, да? Если мы оденем очки солнцезащитные, мы будем видеть все черненьким, да? Если мы снимаем, вот представьте, что она сняла вот эти очки, и она увидела, какой на самом деле вот Иисус Христос. Что Он светлый, и Он очень любит всех. И вот на этой любви строится вся жизнь наша. И вот в тот момент, когда она его узнала, она обратилась, да, то есть она поняла, что так вот кто Иисус Христос на самом деле, да, Он любит меня, Он любит всех, Он любит моего брата, сестру, маму, папу и так далее, да, Он всех любит. И что она потом сделала, как думаете? Рассказала всему своему народу. Рассказала всем людям, да, своему народу. Смотрите, почему я вам все время сейчас говорю, что нужно приглашать кого-то из друзей, если есть возможность, да, чтобы мы тоже были вот подобными этой женщине, да, которая когда-то не видела, а потом увидела и начала рассказывать всем. А потом в конце истории, в конце, что там было так? Там описано было, что многие что сделали? Начали куда-то приходить. Куда? В костел? Ни на гору нет. К кому начали приходить? К Иисусу. К Иисусу начали приходить. Поэтому мы тоже так должны делать, да, как вот эта самаритянка, рассказывать своим друзьям. Ну и понятное дело, что не в рюкзаках приносить своих друзей, а приводить, да, к Иисусу. Приводить куда? Вот сюда, да? Хорошо. Амин. Вызнаем нашу веру, веру одиного Бога, Отца. Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженного, вера до семи века, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправного, Бога соправного, народженного Христова, одиносудного и
чакаем воскрешення померних і життя вічного в будучому світі. З удячністю за дар віри, за ласку Святого Христу знесем наші молитви до Пана. Молимся за святый костел, каб ён нес людям Божие пробачение и надею на новое житье. Тебе просим. Молимся за христианские семьи, каб яны захоўвалі верность Богу и Евангелию. Тебе просим. Молимся за людей, якія отвернулись от Бога, каб яны приняли Его Слово и атрымали ласку навяртання. Тебе просим. Молимся за тых, хто ў хуткім часе прыме сакрамент Хросту, каб Христос шчодра одарыў іх сваімі ласкамі. Тебе просим. Молимся за тых, дзякуючы каму мы прыйшлі да веры, каб Бог узнагародзіў іх і адарыў сваім благословленнем. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутных, каб мы годна падрыхтаваліся да сустрэчы з уваскрослым Панам у вечнасці. Тебе просим. Молимся за памерлых падчас гэтай святой імшы, асабліва за Жуковскую Валентину, якую успамінаем у першую гадавіну пасля смерці, Францішка, якого успамінаем у 41-ю гадавіну пасля смерці, Меланію, якую успамінаем у 21-ю гадавіну пасля смерці, таксама за наших блізкіх памерлых, каб добры Бог прыняў іх да вечнасці. Цябе просім. Молимся за доброчинную организацию Каритас Гродненской диецезии, о Божьем благословении, об усіх необходных ласках, для іх, каб яны могли нести Божью милосердность потребуючим. Тебе просим. Молимся за жанчын, вось гэта свята, просячы Божьем благословении, об усіх необходных ласках, об дарах Духа Святого, об моцнай веры для іх, таксама аб любові, каб яны маглі дзяліцца этой Божай любоўю з бліжнімі, таксама аб моцнай веры. Цябе просім. Добры Боже, Ты паклікаў нас да ўдзелу ў Тваім вечным жыцці. Учыні просім, каб наше жыццё на зямлі было згоднае з абяцаннямі, дадзенымі падчас Хросту, праз Хрыста, Пана нашага. Ахвяраванні, якія збіраюцца сёння падчас святых імшаў, прызначаныя на патрэбы Каритас Гродзенскай диецезии. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Милосердный Боже, праз гэту ахвяру очисти нас от провинов. Ласкаво просим Тебе, дай нам силы, как мы охотно пробачали братам нашим, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, угору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна.
каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён, калі прасіў самаранку падаць вады, ужо дарыў яе ласкаю веры, так горача жадаў, каб яна жыла ў веры, што запаліў яе сэрце полымя Божай любові. Таму і мы дзякуем Табе разам з анёламі, праслаўляем Тваю моц, усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Хрыста, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым, Львом, біскупам нашым, Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, со святым Юзафом, яе браннікам, со святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз
праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого.